что-то, Мишань, по минимуму вроде. Что-то полное. Потихоньку что? Так, давай здесь где-то. Здесь на кого-то ищи дырку. Ага, найти бы их, блядь. Если надо, стяжки еще схожу возьму. Найдем. Давай, родной. А он еще побегает. Вот тут с Богом, друзья, точно с Богом. Красавчик. Красавчик, вопросов нет. Бурка, считай, не выезжал с лета нахуй, с прошлой зимы, еще не грязно туда. А мы маханем. Маханем, да. Сивка Бурка нас довез. Еще бы обратно вывез. В очередной раз, да? Молодец. Какого года? Он ездит? 5 лет у меня. Нет, вообще его какого года? А хуй знает. Мамонтов. 76-го, Давай. что ли? Давайте, мужики. Ребята, поздороваюсь с вами по дороге до места лова. Мы приехали, ребят, на озеро с Мишаней, с Костяном. На этом озере, где здесь недавно был на вездеходе с парнями. Сегодня мы снова здесь. Уже рассвело. В этот раз добирались на буране. Мишаньке буранчик довез в очередной раз. Немножко, ребят, кропальнуло снега, совсем немножко. Вот, смотрите, сантиметров 8. И уже дало немножко хода, чтобы доставать технику. Я еще не готов, так скажем. В принципе, собака заряжена, масло поменял, но это еще, ребят, очень мало снега. Да и Мишаня говорит, поедем на одной, что, говорит, таскать две. В общем, поставили палатку. Потом все буду показывать, ребят, рассказывать. Мишаня в этой стороне хочет постоять. Я, конечно, хочу
попробовать там, где ставил. Ну, смотрю, очень много следов, друзья. Здесь уже побывали люди. Различные, смотрю, следы и мотособаки, я так понимаю, и какого-то квадроцикла. Так что поглядим, что да как. Понятное дело, что там уже вскрыл я точку, но пока осень, ребят, точнее зима, сегодня первый день зимы, 1 декабря. Пока идет щука, плотно занимаемся именно ей. Погода великолепна, братцы, 6 градусов. Это, конечно, вот самая такая жилищная погода. Так что начинаем. Как-то придется побегать в плане сработок. Лагерь у нас далеко будет стоять. Короче, как-то так, братцы. Настроение шикарное. Вообще боевое, хотя толком не спал, блин. Вообще 3 дня не спал. Все двигались, все бегали, старались. В общем, в дальнейшем буду рассказывать. Ну а пока, ребят, передвигаюсь. Точка. О, великолепно. В общем, ребят, как я делаю? Я, ну так, привык, наверное. 2-3 лунки бурю, бур оставляю. Подхожу, ставлю, дохожу, опять 2-3 лунки и вот так и прохожу. Многие как бы ходят сразу, все вместе, но я привык вот так. Так что погнали. Черпак, ребят, вылетел с мотособак, ну, точнее, с бурана, с волокушек. У нас там пару ДТП было. Ну, проехали, хорошо проехали. Все, начинаю расставляться. Красота, лепота. Ух. Каждой рыбалке что-то новое, новые какие-то эмоции. Все по-старому, ребят. Жерлички, флажки еще переделали с варицкой. Сделали под 2-й комплект, ребята. Так что сейчас вообще все великолепно. Вот такие флажочки сделали. Светоотражающую ленту поставил. Ну и сегодня, ребят, у нас не какой-то карась. Раз, два, три, 4 повыше. Повыше на крупную щуку. А плотва, ребята, плотва и лец, который ловили сейчас с Мишаней вчера, позавчера. Вообще мы катались, конечно, очень много. Снег только вчера пошел, хороший. Соответственно, не было возможности доставать технику. О, какие, ребят, плотвицы, смотрите. Можно самому хавать, жарить. Но я не буду стесняться. Живца я вообще не боюсь. Тем более двойники у меня разные. И буду уже подбирать конкретно под свой размер живца. Все. Главное, что есть снег, ребят, уже можно засыпать. Все, живец работает. Привлекает щучку. Пухленький такой снежочек. Да и погода же лишняя. Кстати, пока, ребят, расстанавливаюсь, хочу предложить
Как мы ездили сейчас пару дней, искали рыбку. В общем, в первый день мы с Мишанькой созвонились и решили поехать на Курью, где в прошлом году я хорошо попал на окуня. Прям красава так попал. Ну, пока ездил по щуке, естественно, там пробили. Мы приехали и просто охренели. Сколько лунок, ребята, можно сделать было на таком маленьком пространстве. Так что это просто жесть. Да, друзья, проточку вскрыли, конечно, капитально. Просто взорвали. Смотрите, что происходит. Просто лунка на лунке. Да. Ну, короче, все сливки так забрали, я так понимаю. Ну, будем добирать, что есть. Взял еще 10 жерлиц. Возможно, если окунек небольшой попадется, поставлю жерлички. Ребята перешли. Ну, короче, вот как-то так, друзья. Все, конечно, взорвано. Но это должно быть так, понятно. Ужас, сколько? 1000 лунок, наверное. Да, капитально. Капитально взорван лед. А кто-то, говорит, ездил. Что-то какой-то мелкий дракон. Ну, мелкий. Мяско. Выдолбили, правильно говоришь, да? Выдолбили окуня, ребята. Соответственно, недолго думая, поймав по пару окуней, мы решили свалить оттуда, конечно. Уехали на лесную речку тоже, пробрались. Ну, поехали на яму недалеко от деревни. Там народу просто тьма. О, таскают ребята. Что-то таскают. Окуней ловят. О, какие люди, Саныч. Как оно? Нормально? Пойдет? Алан, привет. Ну, естественно, уехали, поискали местечко, потом нашли, вот, ребят, место, и уже, получается, на следующий день, вот вчера, вот мы поехали. Раз, два, три. Спокойненько с утреца на точку и половили живца. И вот сегодня у нас хороший живец. Так что красота. Живец отменный. Клювал, конечно, тоже не сразу хорошо, но к вечеру вышел. И вот хорошая сорога сегодня у нас на рыбалке. Я все-таки плюсую больше вот такого живца, чем нежели карась. Даже есть пару пескарей, ребят. А пескари это вообще универсальный живец. Особо не заморачивался, ребят, по грузам. Оливка скользячая. Просто узел. И как бы оливка доходила до узла. И как бы нормально истопорилась. Поводок. Но бывали такие моменты, что вот видите, вход в оливку очень большой. И бывало такой момент, что вот эта дырочка как раз входила в узел. И то бишь оливка стопорилась и была жестко. Она не ходила вот так. Сейчас, ребята, стал делать китайские стопорки. Добавлять. И все. Видите? Проблем нету. Сейчас, соответственно, если щука берет, пошла вымотка, грузила на дне. И уже не будет никаких таких нюансов, что оливка застопорится. И будет сопротивление груза. Ну, классно, что. Так что начинающим такая небольшая доработка в плане грузов. Ну и сейчас выставляюсь, ребят, и посматриваю. Потому что сейчас может быть уже сработочка. Опа.
Друзья, ну что, доставляю, точнее доставил первый комплект. И что-то смотрю, сработок нету, думаю, да как так? Нет, флажок стоит. И стоит на четком месте, где должна быть сработка в первую очередь. Пойдем посмотрим. Так, ну что тут у нас? Что тут у нас? Девять 08. Ну, в принципе, как и должно быть, ребят. В 9 часов выход. Я и сказал, на 9 надо успеть. Вот щука здесь. Кто-то на месте. Просто может... Сливки-то мы тут сняли, вопросов нету. Ну все же. Еще все можно сделать здесь красиво. Скорее всего, небольшая щучка. Не знаю, друзья, очень походу мелко. Еле держит. Ну, держит. Что, подсекать будем? Наверное, будем подсекать. Но она очень мелкая, друзья, походу. Ну да, так и сказал, что не крупная. Сначала туда увел, а потом туда. Небольшая щучка. Такая грамм 500. Блин, и захавала. Смотрите. Достоял, дождался как бы. Ну, в целом, потому что непонятно. Может, по давлению и крупная так будет брать. Плотвичка сработала. Вот такая. Отцепляем. В общем, друзья, по второму комплекту тонаровские жерлицы. Ну, здесь я тоже переделал флажки полностью. Хотя мне здесь флажки нравились. Ну, я вот такого же макара сделал. Вот они, ребята. Новенькие, побольше. Здесь у меня в комплекте 10 штук было, но одну переехали. У меня сейчас осталось тут 9. Интересно, ребята. Центр сработал. Получается, от этой жерлицы третья. Не знаю. Что там у нас? Живец-то крупный. Очень большой живец. Флажочки у меня тут новые. Где-то не подзагнут. Может мой косяк. Сходим посмотрим. Вроде, ребят, красиво все. Вроде все четко. Вроде все четко. У меня здесь двойники большие, через одну крупную ставлю. Соответственно, он уже доматывает, блин. Сейчас, друзья, непонятно. Дал немножко постоять. Может, как говорится, передержал. Мимо. Мимо бросил живца. Ну, это радует, что щука здесь есть. Соответственно, у нас есть шанс поймать ее. Вон, видите, ребят, поперечный срез. Ладно, пока ее пускай реанимировать. Свежего поставим, пока выход утренний. Куда-то полотенце, блин, ребят, потерял. Ё-моё. Все, ребят, последние жерлицы добил.
Это середочка у меня, крупный живец. Посмотрим. Кстати, многие спрашивали, какие лучше, Андрюх, жерлицы. Ну, на самом деле, ребят, жерлиц очень много. Многие вот самоделками пользуются. Вот эти жерлицы тонаровские, в принципе, мне очень нравятся. Это не реклама, но сколько я уже с ними ходил. Хороший пластик. Это очень прям немаловажно, потому что жерлицы примерзают. Отбиваешь, выколупываешь и просто тупо трескается. Раз, два, три. Единственный минус то, что здесь она небольшая. Ее закопать не так уж сильно можно. В плане того, когда рыбачу на реке, стою ночами, сильные морозы, не особо, конечно, ее закопаешь. А так, в плане всего остального, жерлица работает. Мне нравится. Это мой из первых комплектов. До сих пор со мной. Единственное, одну переехали. А так все работает. Ну и еще минусок, конечно. Вот этот саморез. Его надо настраивать. Сильно перетянешь, катушка не вращается. Сделаешь слабину, потом борода при сработке. Вот этот надо нюанс учитывать. Все, братцы, закончил. 2 сработки. Одну забрали. Одна холостая у нас. Мишаня вроде бегал. У них, наверное, тоже есть работочка. Так что поглядеть. Но у нас расстояние слишком далекое. Так что, блин, вот так, конечно, тоже неудобно. Техника бы была, ездили бы сейчас, но пока нет возможности. Скоро уже, ребят, попрем. В общем, друзья, получается, вот я уже не вижу ничего. А палатка вот еще где. Короче, Мишаня говорит, иди, говорит, что там стоишь, говорит. У нас, говорит, лодка стынет. Хламоны. Все равно, говорит, на двойниках. Если вымотка, то все равно щука будет на месте. Так что так и буду делать. Ну а парни здесь пятак взяли. Хорошо взяли. Ладно. Ходить просто замучаюсь, блин. Туда-сюда. Далековато. Не знаю сколько. С километр, наверное, блин. Вот, такие же. Такие, да? Ну, Говно. для тебя, может быть, да, пойдет. Уже немножко, допустим, Не, такой ну- комплектации ломается маха вообще. Говно. Мишаньки сработка, ребят. Вот такой ряд они поставили. Предпоследняя жерлица щелкнула. Да. Не густо. Вообще не густо. Сработок нету у нас. Ну да ладно, что. Будем кайфовать, значит. Балдеть. Палатка, печка, ребята. Это же своя романтика. Тоже просто щелкнула. Утащила, Размотала. но не съела. Не шевелится, да? Утащила, но не съела. Злыдень. Ну, чё. Малявки какие. Нет, там-то вообще вырвало. Там вырвало, да. Интересно. Метра 2,5 размотала. Ну да. Зубы Мишани небольшие. Мелкая. Она еще живая. Вон, ребят, видите. Живая? Че, нихуя? Боданула и все. Заглох что-то он, блядь. Обиделся, что ли? Одна сработка, ребят, приехали сейчас до моих жерлиц. Мишаня поехал за Никитосом. У нас еще один человечек подъезжает. Ну, он на машине
до сколько сможет, а потом вот Мишаня будет забирать его. И все. Одна сработка, и вот ребят сейчас еще две сработки в конце там. Тоже мелкая щука. А здесь непонятно, как будто самострел даже. Может, бодануло. Вот такое утро у нас, не утро. Время 40 минут 11, точнее 12, ребят. Короче, тишина. Ну, если было бы понимание переставлять, то вот Мишаня на новой точке встал, и у него нет сработок. Сегодня просто, ребят, походу щука не берет. Перелом погоды. Есть такое, друзья. И это уже, вот, допустим, завтра она просто начнет клювать, понимаете? А сегодня вот она так. Ладно, посмотрим к вечеру, после обеда. Мишаня уехал, меня оставил. Говорю, довези, сработок нету, уехал. Короче, пойду я, ребят, на лагерь, будем с Костяном дрова заготавливать. Кушать готовить на обед. Сейчас что-нибудь приготовлю. Я со своей палаткой так не обращался бы. Согласен с тобой. Она снизу, да, у нас приклеивала? Ну, вот так, да. Просто не помню, уже собирали. Нахуй растает, да что подтает. Бля, хуёво снега мало, да? Ну да, что, начало зимы. Устанавливаем палатку. Что-то делаем. И у нас сработка здесь прям здесь. Прям здесь, друзья. Блядь, Чё? есть. Есть, да? Ходи, оп. Опа. О, высота, дай нахуй мне как пойдет, ёбаный в рот. Ну, вот так, друзья. Короткая. Короткая небольшая щучка. Ну, пока сегодня как-то так, да. Ну все, ребят, порядок у нас. Вот так установились. Получается, здесь нет вот этой, как у меня, ткани специальной, противопожарной. Ну, короче, вот так выставили, пенечки поставили на всякий случай. Никитос красавчик, точнее, Никитос, Костян. Путаюсь уже. Сейчас веничком подметем снег. И у нас все готово. Дровишек сейчас подрубим, подколем. Бля, куда его лучше согнать-то? Туда, братан, к печке лучше. Потому что здесь будем отдыхать, да. И сюда уже меньше ходить. Если заходить, с того входа лучше. Ну и все. Отлично. Порядок, ребята. Так на самом деле неплохая палаточка. Вообще в легкую. Можно спать четвером. По этому краю, ребят, смотрите, сработка и следующая щелкнула. Кайсан, будем чай пить сегодня, нет? Нет, сегодня, наверное, не. Я думаю, следующая дальше надо передвигаться туда. Да.
Вот без обмана, друзья. Это, потом бубенчик, и вот сейчас на глазах загорелось. Какой-то проход, Костя, я тебе говорю. Щучья тропа. Что-то, видишь, заактивничало здесь после обеда. А мы еще дрова не накололи, блин. Сразу же, буквально вот 10 минут прошло. Сколько хотели это, дровишки поколоть? Да-да-да. Держит. Угу. Есть. Да. А, сошла, сука. Не заглотила нахуй. Ну, игру надо было подождать, Костян, не спешать. Ну, он держал поперек. Пожевала. Поперек. Ладно, что? Ну, такая хорошенькая была, Да. блядь. Ну вот, улыбка где-то вот так, друзья. Ну, такая, может, килограммовая, да. Костян поспешил немножко. А парней у нас все нету и нету. Пропали парни. Куда-то пропали. Ладно, сейчас дровишек подколем, да. Сходим, посмотрим, что там у меня на дальнем кордоне. Газ замерз. Печурку растопили, ребята. Красота. Вон дровины тут, болото. Все сухое. Валялось как раз с края. Костян попилил. У нас работка, ребят. Ну, точнее, не у нас. Ну, точнее, у нас, да, но не у меня. Хотели сейчас Костяна прогуляться до меня. Парней до сих пор нету. И центр щелкнул. Ну, щука, видите, какая, ребят. Это не щука, конечно. Такую даже жалко ловить, блин. Сработка. А до меня, ребят, идти надо. Ого, сейчас пойдем с Костяном погуляем. Сопротивление почувствуешь и сразу секай. Нету его. Не-не-не.
Не. Угу. Ну хорошо ударила. Видишь, не активная щука вообще. Мелкая еще что-то гуляет, а крупная щука стоит. Может ночью выйдет, может завтра. Перемена погоды, друзья, я говорю. Сейчас был мороз. Морозу на тепло, ебать. Был мороз, да, я приехал сразу, поклевки были хорошие, щука клевала, а сейчас ну так, как-то. Так, друзья, ну в общем этот край молчит, который мне не нравился. В районе, наверное, раз, два, три жерлица. Там у нас две сработки подряд в углу. Значит, угол сработал. И там жерлица еще, ребят, горит. Ну что, что-то вышло. Что-то вышло. Сейчас я, наверное, все-таки пробурю эту сторону. Эти уберу. Что-то не нравятся они мне как будто. Возьму эту сторону. Внутри флажка есть, ребят. Уже радует. Погнали. Вымотки-то нету. Подержала и выплюнула. Тоже, ребят, непонятно. Вымотки нету практически. Ну как есть. Вымотка есть, но не полная. Вымотка не полная. Опа, есть. Опа. Ну, уже что-то. Такая плотвень, ребят, здоровая была. Ну вот центр сработал. Такая щучка. Ну, особо тоже не крупная, конечно. Щука вообще вялая, ребят, смотрите. Щука вялая. Вообще не активная. Давление, походу, что-то с этим связано. Но те по-любому переставлю. Потому что мне что-то не нравится. Лучше посередочке поставим. 3 штучки. А вот и полная вымотка, ребята. А вот и полная вымотка у нас. Значит, здесь не живец был, а щука стояла. Что, пробуем? Ох ты, завела. Здесь травы много, ребята. Рядом. Завела в траву, зараза. Вроде пошла. Щучка-то не крупная. О! Щучка не крупная, ребята.
траву замотал. Но я, в принципе, здесь, да, так специально, как бы, немножко берегом ушел. Я вам сказал изначально, что я уйду берегом. Что тут у нас, мать? Ну, как обычно, короче, заглотила, ребята. Вот такая щуканца. Здесь какая-то рана у нее. Такая бронзовая, красивая. Так, тут бомбанем обязательно. Бам. И вот по центру, мне кажется, вот этого всего тоже надо закрепить. Это 100%. Так, раз, два, три. Ну, блин, хотя там тоже место в прошлом году работало, а сейчас вот нифига не работает. Ладно, я эти крайне снимаю. Мне не нравится нифига. Снимаю просто, ребят, пользуюсь каном. Соответственно. Опа. Вон какая плотвина тут у меня. Онку засыпем, чтобы не светить. Не мерзнет? Хорошо. Очень хорошо. Ладно. Попробуем центр. Завтра посмотрим. Тоже плотвина какая бодрая. Рекомендую, ребята, вот так делать. Потому что это работает. Еще пока положу промораживаться. То, что поймал. Потому что здесь снасти оставлю. Пока до вечера. Ну, накрыть вот так надо, ребят. Потому что лисы, вороны. Вороны летят над нашей зоной. Точнее, голуби. Все. Небольшую махинацию сделал. Здесь стал в центр, потому что вот так стрельнуло. Здесь, походу, ход какой-то идет. Края молчат, ребята, понимаете? Там щука должна выходить. Я с этим озером нормально общаюсь. Но она тоже такая скотина. Немножко мне здесь дала жару. Мотособаку утопил. Прошлую рыбалку пищню утопили. А сейчас полотенце потерял. Ее еще его нету. Ладно. Тупаем, братцы. На лагерь. Пока вот так. Пришел 3 сработки, на глазах одна, но и все. С этим все связано. Выход, короче, нету выхода. Может ночью, ребят, выйдет. Может завтра утром. Посмотрим. А вдали дымок. Огонек. Мерцает. Песню не знаю, но пою. Сам по себе, ребят, бывает. В одного сижу вот так. Что-то напеваю. Ну, мотив какой-то, ну, запомнишь так. И вот так. А вдали дымок. Огонек. Мерцает. Хотя такой песни даже нету. Кстати, парни, Федор, брат, будешь смотреть, такие стихи, ребят, на канале пишет в комментарии. Душевные просто. Надо бы песенку какую-то нашу соорудить, друзья. Кстати, хотел бы вопрос задать. Может, кто-то на гитаре играет? Или еще круче? Просто вот многие за музыку говорят, что музыка ни о чем. Ну, не всю музыку, друзья, можно поставить. Музыку можно ставить без авторских прав. Соответственно, возможно, бы и Мишу Круга поставили, и там Наговицына, да, под дорожку. Ну, нельзя, ребята. У меня вам просьба, может, кто знает, точнее, кто умеет играть на гитарке, что-то еще. Давайте что-нибудь придумаем вместе. Я буду в роликах пускать нашу свою песни,
наши хорошие, достойные. Так что пишите, ребята. У меня все соцсети в описании. Контакт, Инстаграм, почта есть. Так что кто у нас талантливый, давайте запускать наши песни. Может, кто-то сочинит песню про нашу Делегу Рубацкую. Буду признателен. Так, ребятки, ну что, в палатке. В общем, уже потемнело, так порядком. Надо готовить, ребята, кушать. А кушать будем готовить сегодня гречку. Гречку с мясом. Сделаем зажарочку хорошую. Блин, все заморозил, конечно, капитально. Монокль нам пока не понадобится. Сейчас погреем газ. Ну, зашел в палатку. Парни пошли проверяться. А мы с Костяном остались на кухне. Греется газ. Ну, Костян, от души. Больше? Не, нормал. Хорошо. У нас такое мяско. Опять живот. Ну вот мне такой нож не нравится. Мне вот батя подарил, его переточил. Это, кстати, Пашка, твой ножик в работе. Братан, если будешь смотреть, ну, он просто режет, ребята, он просто режет. Он просто шлифует мясо. Сейчас Костян чай поставит сюда. А мы здесь немножко дотомимся и туда, ребят, гречку. Отлично. Что-то парней нету. А у меня уже такой ужин, ребят, поджидает. Туда гречку. Прям в зажарку. Брат, покажи. А кто против был? Мне кажется, никто не против был. Лично я за горячее только топлю. Костян, ты как думаешь? Все четко. Так тоже думаю. Сейчас парни придут с проверок, а у нас тут уже ужин. Никто не бездельничает. Все занимаются делами. Гречку отварили и туда ее. Оба! Великолепно. Ну, друзья, пока вот такой результат у парней. Вот такая щука, ребят. Мелкая. Очень мелкая. Какая красота, да? Так, а нахуя я четвертую достал? Константин-то у нас, трезвенник, язвенник, блядь. Точно. Белая ворона, сука, среди всех, блядь. Придется наказать. Ну что, ребята, как оно говорится, немножко поймали, немножко Андрюха поймал, немножко Никитос приехал, жерлички проверили. Завтра будем искать окушка. Если что-то где-то найдем, вы на видео увидите. А сейчас попробуем у Андрюхи плов только из гречки. Да.
Давайте, хлопцы. Всем приятного. Будем кушать. В общем, друзья, как вы понимаете, уже вечер. Изрядно стемнело. Ходили проверяться неоднократно. Ну, решил оставить это за кадром, так как все это монотонно, одно и то же. Классно, ребята. Засели в палатке. Естественно, гречку 4 здоровых мужика съели моментально. И давайте опять чего-нибудь вкусного готовить. Среди нас охотники. Мишаня привез бобрятину. И я решил ее сделать красиво со специями. Затушить. Ну и в общем. Сидели ребята в аккурат. Красота. Много всяких историй. Новая компания. Толстые. В общем, познакомились, выпили за рыбалку, за природу, за охоту. Ну, вообще, классно. Классно посидели. Несмотря на время, я уже заметил, что уже поздняя ночь и просто уже поужинали и легли спать. Так что, ребят, до утра на связи. Сейчас домой приедем, душно станет. Не разговаривал. А что ты на Тополаре так же будешь ездить, ебать? Не, на бензе давай. Пойдет, да, Андрюха? Да, вообще классно, да? Чё? Гыр-пыр-пыр, нахуй там. Я ж тебе показывал. Классно. Конем. Все, забирай. Угу. Мелкая. Мелкая? Опять такая, блин. Шнурочек. Более-менее, килограммчик. Ну, килограмма нету. Грамм 700. Бронзовая. Доброе утро, ребята. Палаточки. Мишаня, доброе утро. Доброе утро. Ребята, проснулись мы. Настроение бодрое. И у нас тут флажочки. Хотя вот час назад проснулись, на самом деле уже завтракаем. Работок не было, вот щелкать начал. Утренний выход. Красота. Утро начинается, как говорится, с работок. С работок. Вот там, Мишаня, еще сработка, да? Да, да. В общем, красота. Спали вообще великолепно. Озеро, полигон. Выставляй куда что хочешь. Красота. У нас тут тоже еще рядышком, ребят. Сейчас посмотрим. Хуй, пусто. Нету, да? Да. О, здесь жесть раздолбанный. Ну да. А, живцов мне ладно. Ставлю так, пока, по-моему, пойду с живцами. Нет, да? А, есть. Опа. Сошла? Нет, есть. Сошла. Сошла. В общем, утро началось. Вот пока шли, еще сработочка, друзья. Флажочки есть, это радует. Но щука пока не радует, не крупная. Окунь какой-то, что ли, трава. Ох, нихуя себе просто ударила. Фига вымотала. Ну, вообще много. Есть, да? Шнурочек. Понятно.
Короче, у нас здесь сегодня одни шнурки. Да. Живец хороший. Вот, щука. Щука небольшая. Ну что, ребята, позавтракали вчерашней бобрятиной с макаронами. Чай попили. Вот, ребят, в общем, сразу здесь сработки были. Раз, два, три. И здесь Костян, пока мы там были, короче, не вытащил нифига. Хорошая щука была. Поводок оторвала. Не знаю. Говорит, что очень большая. Я иду к себе с километр, наверное. У меня прогулочки такие. Спали, в общем, ребят, на полах, на ковриках. Нормально. Вчера, конечно, тоже посидели. Такие веселые пацаны, блин. Прикольно. Ну, круто, круто. Вопросов нет. Сегодня такая погода, ребят. Тепло тоже, но как будто моросит, дождь такой. Опять длинную ночь. Выход щуки, я иду. Посмотрим, что за ночь. Хотя вот у парней за ночь. Ничего и не было. То бишь ночью нифига не ходила. Ну и сами видите, какая щука. Мелкая. Посмотрим, что у меня. Так что вперед. В общем, друзья, вчера вот так оставлялся. 3 щучки. О, промерзла. Есть немножко промерзла. Ну, нормально вроде все. Живец как бы есть. Так, друзья, ну что, вот еще один загар остался. Ну и сейчас вот тоже бодануло. Короче, тухло, очень тухло. Так что, не знаю. Весь берег запечатал. Всю грань травы забрал, но щука есть. Я понимаю, что есть она. Просто сегодня она не хочет, как и вчера. Вот как и здесь. Сработка есть, но вымотка не полная. Скорее всего, опять же выплюнула. Скорее всего, опять же выплюнула. Оп, есть. А здесь щучка есть, ребят. Да и щучка-то такая, смотрите, не большенькая. Не большенькая. Что тут у нас? Открой пасть. Заглотила. На плотву взяла. И даже не домотала. Даже не захотела вымотать полностью. Не погулять живцом. Вот и все, ребят. Это за ночь и за утро, так скажем. Но утро только начинается. И не знаю, будет еще сработки, не будет. Но щука вот такого размера. Ну, а что делать? Это рыбалка. Вот так вот. Щучку мы домой. В пакетик. Скромненький улов, но он все-таки есть. И это радует. Посидел часик, друзья. Тишина. Жарится, в принципе, нормально. Не знаю, проверял сейчас. Как будто все хорошо. Вот, видите. Трясти нет смысла. О, плотва себя шикарно чувствует. Так что
Сработало бы, сработало. Часик посидел. Время 11. Пойду я. Пацанам, Мишаня молодец, окуня ищет. Парни. Я им задачу нарезал, сказал, чтобы картошку почистили. На обед пожарим. Ну пойдем, че. Ладно. Не судьба, значит не судьба. Сегодня к вечеру надо домой выехать. По-любому успеть. Банька. Щуку надо еще обработать на ужин. Так что погнал я. Моем посуду, ребята. Блин, ферри закончилась у меня. Придется так сполоснуть. Зимой, конечно, не очень удобно. Просто много это остается за кадром. Ну, ребят, вот как-то так у меня постоянно. И это правильная движуха. Сейчас на обед приготовлю картошки жареной. Похаваем. Мишка что-то греет. Броневик свой. Нормально, завели вчера. Картоху, точнее, ребят, уже поели. Короче, парни вареную, оказывается, брали. Я же давай жареный пожарим. Они вареную брали. С салом нажарили. Под горчичку. Кофе пьем, ребята. И под вафли. Парни, что-то... У нас, кстати, под полами, ребят, тоже пропалилось. То бишь протаяло. Снега не было. Вот чистый. Ох, дров столько осталось. Парней сработка. Вышли, пообедали, говорит, о, побежали. Улов парней. Ну вот видите, ребят, какая щука. Ну, мелочь. Ну, конечно, заглатывал. Ну, в общем, вот. И у меня, сами видели, такой результат. Вот так, ребята, столько мусора с ночной рыбалки. Газ, вода, пиво. Но это не выбрасывается, ребят, в лес. Просто я как бы хочу показать, что делайте как должно быть правильно. Не с тем, просто я такой. Может, кому-то после моего видео напомнится, и он не будет это делать. Когда приезжаешь, и вот небуренные лунки, лед, берега, и фандика нету. Это же приятно, друзья, правильно? Зайти на это место, как будто оно здесь дикое, так скажем. Это же круто. Ладно, ребят, что на этой ноте, наверное, будем прощаться. Вот такой выезд получился у нас. Как обычно, насыщенный, он по-своему другой. Другая компания, уже другая атмосфера. Щука не порадовала, но хвоста мы увидели. Так что грех жаловаться, так скажем. Шикарно провели время, отдохнули в палатке на озере. Ночевка, это очень, ребят, круто. Раньше у меня было понимание летняя ночная рыбалка. Я думал, ну и то она как будто по себе сложная. А сейчас спокойно можно находиться в любую погоду, там, где ты хочешь просто провести время. Вот, друзья, это палатка, конечно. Палатка с печкой. Все, пакуемся. Жерлицы, гермомешки, как обычно. Все, вещей очень много, но зато классно проводишь время. Еще раз повторяю, одной ночевки, ребят, для меня мало. Всегда буду это повторять. Я уже так настолько к этому подхожу, что ну просто, а вот сейчас вот это, как будто бы вчера только было, мы это расставляли, сделали, а сегодня уже надо домой, и маловато. В общем, за 2 ночи я топлю всегда. Все, братва, спасибо за просмотр, рад, что со мной, что поддерживаете. Всегда говорю огромное спасибо. Если бы не вы, не ваша вот эта поддержка со стороны, я бы, наверное, уже прекратил этим заниматься, потому что сейчас тяжелые времена и надо думать о другом. Ну, я вам стараюсь показать, ребята,
почаще выезжать. Не то, что я хочу на новое свежее видео, чтобы люди смотрели, как бы. Поднажмем, ребят. Так что поддержка от вас, это очень, ребята. Передавайте друзьям, советуйте, как бы. И скоро 100 тысяч, ну еще надо работать, ребят, над этим, но будем стараться. Так что пока, ребят, все. Сборы домой. А вот так, ребят, выглядит пол после ночевки. Опять смотрю, трещина. Такой скользкий лед. И вот под печкой, друзья, смотрите. Блин, на сантиметров 7-8 протопил пол. Надо что-то думать. Может, советы какие-то есть, что можно подложить такое. Какой-то утеплитель сделать противопожарный, чтобы не было вот этого. Потому что если оставаться на вторую ночь, здесь уже надо было менять палатку. Точнее, место палатки. Все по местам. Ну давай, брат, спокойно. Ты, если что, лови меня, Андрюха. Давай, давай. Все, давай. Пока-пока. Вообще в легкую.